Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов не мериться между собой дворцами борьбы. Вот и я считаю, что больше и дороже не означает лучше, по крайней мере для башкирского спорта. И в подтверждении своей теории у меня есть пара примеров. Наш тренер просил некоторых ребят с команды собирать со всех денежные средства. Был уволен по статье из-за того, что он пришел пьяным на тренировку. Брали ли кровь на анализ? Ничего не брали, я бы мог спокойно сдать в тот же день, в тот же час. Все деньги, которые ему полагались, были выплачены. Тебе будет приходить на карту 35, но ты будешь получать 8. Моего сына обобрали, признали его алкоголиком. Мне не додали 277 тысяч. Подали апелляцию, 25 числа у нас суд. Были ли поборы и почему же все-таки он уволен, как он утверждает? Игрок нашего клуба Валишин был уволен по статье из-за того, что он пришел пьяным на тренировку со своим приятелем. Было это зафиксировано все, он написал объяснительную. И по закону он был уволен, рассчитан, все деньги, которые ему полагались, были выплачены. Я думаю, что гандбол – это, наверное, чуть ли не последняя наша надежда, ну, кроме еще хоккея. В принципе, люди приходят на матчи, смотрят, вроде есть, только атрибутики у них никакой нету. Не видел здесь, вот, например, шарфиков, да, промо-продукции людей. Как у вас с этим обстоит, как развивается в этом направлении гандбольный клуб? Гандбольный клуб развивается, ну, к сожалению, мелкими шагами пока на данный момент. Да, мы работаем. У нас в этом году на каждой игре проводится розыгрыш. Болельщики приходят с большим желанием, хотят победить, выиграть наши календари, ручки, кружки, майки. Мы работаем в этом направлении. Я думаю, что в следующем сезоне мы расширим свой ассортимент и будем дарить и, наверное, больше розыгрышей, скорее всего, да, на наших играх. Как у вас дела со спонсорами? Кого привлекли, может, Башнефть, еще кого-то? У нас единственный учредитель нашего клуба – это Министерство спорта Республики Башкортостан. Спасибо Руслану Тагировичу за то, что он верит в нас. Финансирование у нас все хорошо. Конечно, если бы у нас были какие-то дополнительные источники финансирования, это было бы только в плюс. От этого клуба развивался как и в игровом плане, так и в медийном плане. Трансферная политика, да, мы рассматриваем усиление на следующий сезон. С некоторыми игроками этой команды мы расстанемся, но придут новые, которые нас еще раз усилят. И со следующего сезона, я думаю, что мы будем ставить более амбициозные задачи перед командой, нежели выживание в Суперлиге. Гандбольный клуб вот за последние 2 года, он, ну, насколько он вырос, он ниже стал, он выше, лучше, как вы оцениваете? Уровень гандбола растет с каждым годом, да. Очень жалко, что мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях, да. Если бы мы участвовали, мы делились бы опытом с иностранными командами. Когда следующая игра? Сезон закончен, слава богу. Прокомментируйте матч, чего не хватило сегодня команде. Фортуна была на стороне Каустика. Значит, где-то не дорабатываем. Ничего страшного. К сожалению, мои игроки показали, что они не на 100% профессионалы. Хочу извиниться перед нашими болельщиками за сегодняшнюю игру. Провальный матч полностью. Ничего не получалось, ничего не забивали. Ситуация не поменялась. Очень слабая реализация была у нас и в первом тайме, и во втором тайме. А когда ты не забиваешь, у нас же счет на табло прибавляется, когда мяч в воротах. Начну с приятного. Хочу поздравить свою маму с днем рождения сегодня. Самое главное — здоровье. Вот мы, может быть, ничью эту и нужна была победа, но пускай будет ничья. Хорошая игра, но что-то не хватило. Что именно ваш комментарий? Не хватило первого тайма, который полностью провалили. Резко начали 2-0, и потом стало на 4 минуте 2-2. Это не резко. Потом пропустили 4 подряд и проигрывали 6-2. Вот вот тогда резко начал. А мы, к сожалению,
скажем так, что пока мастерство нашей команды чуть-чуть ниже, чем мастерство чешских медведей. Ну, поздравляю, во-первых, чешских медведей с выходом в финал 4 Кубка России. Мне понравилось, что действительно не испугались и с таким серьезным соперником проявили себя. А сегодня игра, когда мы вышли играть, мы уже выиграли. Но я считаю, что в первом тайме защита была совсем слабая. Вот. А во втором тайме у меня такое ощущение, что команда Уфы устала. Вот. Поэтому плюс 10. Ответственность за игру полностью беру за себя. Осталось не так много матчей до конца чемпионата, но мы не будем вешать руки и нос, будем продолжать дальше работать, ну и идти к поставленной задаче. Ну, Бекхэм, Анри, ну, Рональдо, говно, идите все сюда, чего вы? Ну, давайте. Газ, 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 газ. Порвите задницы. Мы мясо, мы Что-то это здание мне сильно до боли напоминает. Что-то, где я когда-то бы уже был. Удивительно. Интересно, это здание простоит также несколько тысяч лет, как и пантеон богов в Греции? Наверное, нет. Строить что-то пафосное, дорогое и малополезное – это визитная карточка Башкортостана последних лет. Дворец борьбы, комплекс гребного слалома, колоннада на набережной. Почему бы тогда не построить и Колизей? Многие борцы, принесшие победы России, занимались в обычных залах, а то и просто подвальных помещениях. По этой причине прямой взаимосвязи между вот такими стройками века и здоровьем нации тут, пожалуй, нет. Даже упомянутый башкирский гандбольный клуб не имеет своего здания для проведения соревнований. Они проходят в спортивной школе номер 32 в Сипайлово, а вот кубки клуб приносит. Впрочем, тренд на мегастройки скоро сменится, так как в федеральном центре призывают к экономии средств. Сейчас такое время, что вот копейка точно рубль бережет. Вот во всем нужна, особенно обращаясь к региональным властям. Вот где можно миллион сэкономить, 1,5, там, 500 тысяч. Вот все это потом можно направить на какие-то острые вопросы. Вот один пример приведу. Антон Германович сказал, что 28 миллиардов, если я не ошибаюсь, выделяется на спорт. Да? Эти деньги будут распределены между регионами. И вот какая тенденция? Каждый губернатор друг перед другом хочет быть круче. И кто круче построит дворец спорта? Не буду приводить один регион, но построили Лужники, понимаете, ненужное. Затраты огромные, содержание огромное. Вот надо сделать спорт доступным для людей. Вот надо уходить сейчас от этой практики, знаете, мегастроек. Всем хочется, чтобы обязательно был хоккей, обязательно там. Это хорошо. Будем жить лучше, будем строить. А сейчас давайте обращать внимание на экономию, и чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность людей, скажем, к объектам спорта. Это касается всех других сфер.